Смотрите в программе. Роспотребнадзор подготовил новые санитарные правила. Как теперь будет проходить торговля? Теперь без процентов. Российским банкам с сегодняшнего дня запрещено взимать комиссии за переводы внутри одной организации. Тем временем Минобороны рапортовала о прибытии в Москву военной техники для Парада Победы. Продолжаем эфир нашего телеканала новостями к этому часу. Якутские лаборатории за сутки провели более 3500 тестов на коронавирус. Тем самым удалось выявить 69 новых больных. Из них 60 случаев в Якутске, 4 в Ленском, 2 в Хангаласском и по одному в Вилюйском, Нерюнгринском и Нюрбинском районах. 63 человека полностью выздоровели от коронавируса. 22 находятся в тяжелом состоянии. Летальных исходов за сутки нет. Таким образом, за весь период с начала пандемии в Якутии зарегистрировано свыше 3000 положительных результатов на COVID-19. Из них вылечено почти 1800 пациентов. Пульмонолог рассказал, как восстанавливаются легкие после COVID-19. Заслуженный врач России Александр Коробиенко дал комментарий, что коронавирус – это заболевание, которое затрудняет работу дыхательной системы человека и наносит урон легким. После инфекции в легких наблюдаются фиброзные изменения, как после других воспалительных заболеваний легких. Это бывает после тяжелой пневмонии или при часто обостряющейся хронической обструктивной болезни. У людей идут структурные изменения, которые требуют длительного восстановления. Роспотребнадзор подготовил санитарно-эпидемиологические правила для торговых объектов и продуктовых рынков. Так рыбные магазины не могут размещаться в помещениях, встроенно пристроенных к жилым зданиям. На рынках должны быть установлены навесы для защиты от осадков и прямых солнечных лучей. Необходимо создать условия для хранения и обработки контейнеров, тележек и корзин самообслуживания. Проектом предусматривается запрет на взвешивание продавцом на весах продуктов без упаковки, отпуск пищевой продукции, упавшей на пол, выливание жидких пищевых продуктов из посуды покупателя обратно в общую тару и так далее. Десятки человек погибли и сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома в результате сильных наводнений в одной из провинций Китая. Они вызваны тропическими штормами. На кадрах, снятых в пятницу, видны последствия затопления. Сильные наводнения затронули юг Китая, так как тропические штормы шли с первых дней июня. В результате этого в некоторых регионах выпало от 100 до 250 миллиметров осадков. Тропический циклон, который, по прогнозам местных властей, продлится до конца июня, разрушил как целые жилые кварталы, так и коммерческие здания. По мере того, как шторм передвигается в направлении Филиппин, ведутся подготовительные работы, поскольку циклон может выйти на берег в районе Гонконга в выходные дни. Российским банкам с сегодняшнего дня запрещено взимать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации. В середине декабря прошлого года президент Владимир Путин подписал закон об отмене так называемого банковского роуминга. То есть комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке. Согласно новой тарификации, к примеру, клиенты Сбербанка смогут ежемесячно переводить до 50 тысяч рублей внутри банка без комиссии. В кредитной организации считают, что таким образом межрегиональные переводы станут бесплатными для почти 90% клиентов. С начала года региональный Госстройжилнадзор составил 18 протоколов за незаконную перепланировку жилых помещений. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за это собственникам грозят штрафы. Как сделать ремонт законно, разбиралась наш корреспондент Полина Долинская. Перепланировка квартир стала привычным явлением для россиян в конце 20 века. Типичное жилье, построенное в советское время, часто вызывало много недовольства у жильцов. Одних не устраивали очень маленькие кухни, кто-то был недоволен совмещенным санузлом, третьи пытались скорректировать конфигурацию прихожей. В настоящее время в России действуют достаточно жестокие законы, которые регулируют перепланировку квартир в многоэтажках. За нарушение закона действуют санкции от штрафов вплоть до принудительной продажи квартир с аукциона. Каждый из нас хочет из своей квартиры, особенно если это старый дом, сделать более удобное, современное и функциональное семейное гнездышко. При этом зачастую не осознавая, что можно делать, а чего нельзя. Люди сначала делают перепланировку и только потом начинают уже приводить документы в порядок.
И сейчас как бы модно же, да, делать там, например, квартиры, студии, увеличивать какие-то площади комнат, но есть дома типовые, ну вот вроде, например, 112-х домов, серии домов, да, а также старые дома, КПД, хрущевки, в которых перепланировку производить нельзя. К счастью, сейчас много домов монолитно-каркасных, где стен несущих практически нету, да. В этих домах можно делать перепланировку, но даже в этих домах вы должны обязательно согласовать эту планировку. Перепланировка квартиры – наиболее доступный и поэтому популярный способ улучшить свои жилищные условия. Владельцев не пугает, что изменения в дальнейшем могут помешать в продаже квартиры. От этого также нередко зависит безопасность многоквартирного дома. Как рассказывают сами риэлторы, перепланировка перепланировки рознь. Тогда есть как бы понятие сложная перепланировка, да, а есть небольшая. Например, менять мокрые зоны, а также вот снос каких-то несущих конструкций, их делать совершенно нельзя. И на это разрешение вы не получите. Изменить квадратные метры под свои требования и удобства – удовольствие не из дешевых. Также даже незначительное вмешательство в конструктив здания может повлечь за собой достаточно тяжкие последствия для собственника, как финансовые, так и юридические. За самовольную перепланировку или переустройство влечет наложение административного штрафа по части 2 статьи 7.21. Это в отношении физлиц от 2 до 2,5 тысяч рублей, в отношении юрлиц от 40 до 50 тысяч рублей и в отношении должностных лиц от 4 до 5 тысяч рублей. Несмотря на предупреждения и запреты, собственники продолжают нарушать порядки перепланировки. Так, в 2019 году региональный Госстройжилнадзор составил 122 протокола, а на 1 июня этого года уже выявлено 18 нарушений. Изменения в первоначальном проекте – серьезное решение. Подходить к нему нужно, имея четкое представление не только о плюсах, но и о минусах. Полина Долинская, Владимир Павлов, Якутск. В Москву передислоцировали военную технику для Парада Победы. Более 190 единиц колесных боевых машин совершили марш на расстоянии более 60 километров. Это автономные пусковые установки ракетного комплекса, тяжелые огнеметные системы и другие. Гусеничную технику доставили железнодорожным транспортом на станцию Красная Пресня, после чего она совершила марш своим ходом. Напомню, что в пятницу президент Владимир Путин поручил обеспечить безопасность гостей Парада Победы, как для наших граждан, так и для приезжих гостей. Донорство повышенной готовности, санобработка каждый час и специальная маршрутизация сдающих кровь. Республиканская станция переливания крови, как и все лечебные организации Якутии, работает сегодня в особом режиме. Первым делом всех доноров проверяют с помощью тепловизоров. Затем просят сначала обработать руки. На станции установлены специальные диспенсеры с антисептиками. Также им выдаются одноразовые средства защиты, бахилы, маски и так далее. Кроме того, чтобы развести поток посетителей, на станции специально разметили пол. Особые метки напоминают, что находиться друг от друга нужно не ближе 1,5 метра. Каждый час обеззараживается воздух, дезинфицируются двери, ручки и все, что находится в зоне общественного доступа. У каждого донора у входа мы при помощи тепловизора проверяем температуру тела. Также установлены антисептики, выдаем маски, конечно же, размечены расстояния. Воздух обеззараживается и дезинфицируется все, что находится в зоне общественного доступа. Пользуясь случаем, от имени станции переливания крови поздравляю всех доноров со Всемирным днем. Желаю крепкого здоровья, благополучия и всего хорошего. Песни на русском языке, будущие якутские хиты, международная команда музыкантов и возможное заграничное турне. Легентей представил свою новую программу, над которой он сейчас работает в Москве. С ней ознакомился наш суппорт столицы Максим Кардозу. Можно без сомнения сказать, скоро эта песня станет настоящим хитом. Эту нежную балладу для Легентея написали якутяне Константин Федоров и Федор Анучин. А вот записывается новый материал в Москве, в студии, где работали многие российские звезды. Я хочу показать своему народу
своей республики, что якутская эстрада, она не топчется на одном месте. Я хочу показать то, что вот это все развивается. Это подразумевается что, да, не только песня, мелодия красивая, а это подразумевается в техническом плане насчет мастеринга, сведений, подачи голоса. Тут совсем по-другому оказывается. Я думал, что я уже во всем этом разбираюсь, а оказывается, надо еще учиться доучиться. Это, знаешь, меня мотивирует. Сейчас Легентэй вместе с московской командой работает над новой концертной программой. В нее войдут 13 песен. Все это только премьеры. Причем новый опыт получает не только певец, но и все остальные музыканты. Он артист такой удивительной энергетики. Он моторный очень. И музыкальные какие-то обороты не характерны для европейского уха, что меня зацепило в нем. И подача материала, а вот его в хорошем смысле агрессия такая, подача моторная, она импонирует зрителю. Работа над материалом, в который вошли 3 песни на русском языке, а также композиция в стиле фанк, ведется с января. Легентэй признается, что во время записи столкнулся с некоторыми трудностями. Когда стоишь, конечно, сейчас вот в таких вот студиях, да, московских, работаешь уже с такими именитыми музыкантами, конечно, осознаешь то, что это ответственность. И есть такие моменты, когда теряется это чувство уверенности, это что ты не осилишь. Но надо работать, это интересно, понимаешь, я сам зажигаюсь от этого. Премьера нового концертного материала состоится этим летом. Планируется тур по Якутии, затем осенний концерт в Москве. Но на этом артисты останавливаться не собираются. Я отправил несколько треков в Израиль, у меня там есть мой старый приятель, коллега. У него там агентство концертное, он занимается тем, что организовывает поездки российских именно музыкантов туда, по Израилю. Вот. Ему материал понравился, но он попросил, говорит, больше этники, и мы должны быть какие-то пилотные сделать какие-то видео. Вот. И думаю, что мы там порешаем, договоримся. И такой же партнер у меня есть в Норвегии. И кто знает, может быть, новая якутская музыка найдет отклик в сердцах миллионов людей во всем мире. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. На этом пока вся информация. До встречи в следующем часе.